В истории западной цивилизации крушение Римской империи стало решительным поворотом в истории. В то время, когда Европа скатывалась в кошмар беспросветного мракобесия, оставляя позади грандиозные открытия и научные достижения античности, Восток стал главным интеллектуальным центром планеты. Это был период великого творчества. В VIII веке границы мусульманского мира простирались от Аравийского полуострова до Персии, Индии, Северной Африки и достигли Испании и южных границ Франции, что позволило ученым Востока сконцентрировать научные знания всего мира. В последующие 5 веков мусульманский Восток стал колыбелью науки, культуры и образования, и Европа не смогла бы достичь тех успехов, что имеются на сегодняшний день, без вклада мусульманской цивилизации. В одном только Багдадском доме мудрости хранилось несколько миллионов научных манускриптов. Европейские лекари отпиливали раненым рыцарям руки и ноги, используя вместо анестезии большой деревянный молоток. Мусульманские врачи делали сложные лекарства в пилюлях и растворах, а также бесплатно лечили население за счет государственной казны. Место для постройки больниц выбиралось путем развешивания кусков мяса на деревьях. Там, где оно портилось в последнюю очередь, и возводился госпиталь. Открытие нитроглицерина, азотной и серной кислот, натрия, аммиачной соли, нашатырного спирта, металлургии и методы опреснения воды не мешали исламским ученым быть глубоко набожными людьми. Они не шли по стопам европейских коллег и не пытались доказать, что законы природы противоречат Божьим чудесам. Для ислама вся природа чудо. Восток традиционно славится пряностями и благовониями. Нормы ислама предписывают строгое слежение за гигиеной, поэтому арабы еще в VII веке наладили массовое производство мыла. Попав в ванную комнату того периода, вы были бы поражены. Мыло почти ничем не отличалось от сегодняшнего. На выбор имелись ароматизированные цветные бруски, жидкое мыло в сосудах или специальное мыло для бритья. Нужно ли говорить, что шампунь также изобрели мусульмане? Дин Мухаммад привез его в Англию под видом лекарства и открыл специальный шампунный госпиталь, где лечил запашевевших пациентов мечом головы. Открытие дистилляции позволило арабам уже в IX веке выделять ароматические масла и эссенции, применяемые в парфюмерии и кулинарии. По завету пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, правоверные чистили зубы расщепленными веточками дерева арак, содержащего триклозан. В VIII веке багдадские ученые додумались перегнать нефть и получили из нее керосин. Последний с успехом заменил масло в лампах. Дистиллированную воду использовали пустынные караваны. В отличие от обычной, она не портилась на жаре. Гебер также изобрел царскую водку, смесь кислот, в которой растворялись даже благородные металлы. Успехи в алхимии позволили арабам поднять производство стекла, хорошо известного в Египте, на совершенно новый уровень. Они не только научились выплавлять высококачественное цветное стекло, но и вырезали из него искусственные драгоценные камни. Мусульмане впервые получили бесцветное стекло, а в XI веке научились делать из него привычные нам зеркала. Вы до сих пор думаете, что планер и вертолет – плод ума Леонардо да Винчи? Напрасно. Мусульмане начали делать первые шаги в авиации еще тогда, когда многие европейцы поклонялись языческим богам. Знакомьтесь, Аббас ибн Фернас, бербер, родившийся в Испании. Как и большинство других исламских мудрецов, он не ограничивал себя одной отраслью знаний. Сперва Аббас изучил математику и музыку, считавшуюся разделом математики, сконструировал для музыкальных нужд метроном, изготавливал стекло из песка, но в мировую историю он вошел не этими достижениями. В 852 году Ибн Фернас натянул ткань на деревянный каркас и благополучно спрыгнул с минарета в Кордове, получив лишь незначительные повреждения. К тому времени в городе, именовавшемся украшением мира, проживало 500 000 человек, большинство из которых были грамотными, к услугам населения было более 70 библиотек. Жители не были особо впечатлены этим фокусом, поэтому ученый засел за проект полноценных крыльев. На их создание ушли долгие годы. В возрасте 65 лет он устроил самоубийственное шоу. Забрался на гору близ Кордовы, пристегнулся к разработанному им же планеру и прыгнул вниз. За происходящим наблюдала многотысячная толпа. К удивлению присутствующих, искусственные крылья подхватили пожилого ученого и понесли его с приличной скоростью. Полет прошел штатно, а вот приземление Ибн Фернас не продумал. Он набрал высоту и попытался вернуться в точку старта, но его планер не имел механизмов торможения, поэтому изобретатель встретился с землей на полном ходу, получив травму спины. Подвиг Ибн Фернаса был повторен лишь 1,5 века спустя, в Англии, причем с похожим результатом. Монах Эйлмер спрыгнул с крыши аббатства, пролетел на искусственных крыльях свыше 200 метров и сломал ногу при приземлении. Первый контролируемый полет с благополучным приземлением также осуществили мусульмане. В 1630-х годах изобретатель Ахмед Челеби Хезафрен спрыгнул с Галатской башни в Стамбуле на кожаных крыльях и перелетел через Босфор, фактически осуществив первый в мире управляемый полет из Европы в Азию. Впечатленный султан Мурад IV наградил Ахмеда шитым золотом халатом и тут же сослал его в отдаленную провинцию, на всякий случай, чтобы не летал где попало. Исламскому миру также принадлежит первенство в полете человека на корабле с реактивным двигателем. Это произошло в 1633 году,
К празднованию дня рождения дочери Мурада IV изобретатель Лагари Хасан Челяби построил пассажирскую ракету, конический снаряд с пороховыми камерами и плечи для пилота. При большом стечении народа Лагари оседлал это устройство, поджег фитиль и с грохотом взмыл в небо. Полет предположительно длился около 20 секунд. Топливо закончилось на высоте 300 метров. Зрители ожидали, что безумец Челяби рухнет вниз и разобьется насмерть, но тот внезапно раскрыл крылья, прикрепленные к телу, и спланировал воды Босфора. Султан наградил ученого мешком золота и сделал его главным дворцовым изобретателем. Мусульманские ученые преуспели в механике. Фигурой номер один был инженер Исмаиль ибн Ар-Разаз аль-Джазари, которого называют да Винчи арабского мира. Именно он изобрел коленчатый вал, вероятно, вторую по важности механическую деталь после колеса. По его чертежам строились двухтактные клапанные насосы, дамбы и водоподъемные машины. Аль-Джазари сконструировал водяные часы, отбивавшие время каждые полчаса, фонтаны, музыкальные автоматы, а в 1206 году он явил публике гуманоидного робота. Аль-Джазари принадлежат десятки других современных технологий: ламинирование древесины, использование масштабных моделей, притирка движущихся частей с помощью корунда, металлические двери, кодовые замки, гибрид компаса с универсальными солнечными часами для любых широт. Арабские инженеры в разное время изобрели такие привычные нам вещи, как ветряные мельницы, переключатели, вентиляторы. Еще в начале 13 века путешественники сообщали, что вентиляторы имеются почти в каждом каирском доме, водяные и паровые турбины и защищенные от ветра лампы. От арабского слова «цифр», что значит «ноль» или «пустой», произошло латинская цифра, французская «шифр», от которого появилось понятие «шифр». Аль-Харизми написал математический трактат «Китаб аль-Джабр аль-Мукабаля». От слова «аль-Джабр» произошло слово «алгебра». Наконец, алгоритм – не что иное, как производное от Аль-Харизми. Арабская медицина опередила европейскую примерно на 1000 лет. Один лишь каирский госпиталь мог принять 8000 больных, а труды Абу Али ибн Сины, Авиценны, использовались западными медиками вплоть до 18 века. Отправной точкой для арабов служили работы древних греков, однако исламские лекари быстро перевели псевдофилософские рассуждения эллинов на научные рельсы. Медицинские познания Востока ограничились фантастикой. Отец хирургии Абу Аль-Касим изобрел порядка 200 инструментов, применяемых до сих пор: скальпель, пинцет, первоначально использовавшийся для удаления мертвых зародышей, лигатура для перевязки сосудов, хирургическую иглу кетгут, рассасывающуюся нить для швов, гипсовые повязки, пилу для костей и даже шприц. Последний имел тонкую стеклянную иглу и использовался в офтальмологии для удаления катаракт. Для составления лекарств использовались порядка 2000 ингредиентов, преимущественно растительного происхождения. Широко практиковалась ароматерапия. Арабы первыми начали практиковать анестезию, отключая пациентов дыхательными масками с опиатами. На лицо клалась пропитанная наркотиками губка, и человек быстро терял связь с реальностью. При проведении операций антисептики были обязательными. Чесоточных клещей травили серой. При блокаде дыхательных путей применялась трахеотомия. Наконец, турецкие врачи впервые стали вакцинировать людей от оспы. Астрономия, теория эволюции, антропология, психиатрия, оптика, навигация, геология, архитектура, рыночная экономика. Мусульмане преуспели во всех отраслях науки. Достаточно вспомнить, что большинство крупных звезд до сих пор известны под их арабскими именами.